Раил Равилович, добрый день. Добрый день. Для 1/4 финала вы выбрали очень интересный период. Почему? Когда мы обсуждали, какую же тему выбрать, я предложил советский период, и все мои коллеги с большим удовольствием это поддержали. И Татарстан, тогда Татария, она занимала особое место и в экономике, и в культуре Советского Союза. Ну и, собственно, я надеюсь, что ребята тоже своими знаниями подкрепят наше решение. Пойдемте посмотрим, насколько он им интересен. Исәнмесез, хөрмәтле дуслар! Здравствуйте, дорогие мои телезрители! В эфире ваш любимый конкурс, историко-культурный конкурс «Тархан», организованный Министерством культуры Республики Татарстан. Победители этого конкурса станут у нас студентами лучшего университета, это Казанского федерального университета. А сегодня мы проводим вторую игру 1/4 финала нашего конкурса. И я с большим удовольствием приглашаю участников конкурса. Встречайте, Амирхан Исхаков, город Казань, Камилла Нуруллина, город Казань, Виктория Мерлачева, Алькеевский район, Станислав Ермолаев, Алькеевский район, Амелия Галиуллина, Апастовский район. Здравствуйте, дорогие ребята! Готовы к битве, готовы к игре? Готовы? При этом тоже напоминаю, что по условиям конкурса в полуфинал пройдут трое. А итоги будут подводить во многом наше жюри, которое я с удовольствием тоже представляю. Впервые у нас принимает участие Татьяна Алексеевна Титова, доктор исторических наук, заведующий кафедрой археологии и этнологии Института международных отношений, истории и востоковедения. У нас также в этом году не впервые Айдар Асимович Шайхин, заведующий филиалом Национального музея Республики Татарстан, Музея истории и татарской литературы с мемориальной квартирой Шариф Камала. Прошу любить и жаловать. Ну и наш постоянный член жюри Айрат Халитович Тухватуллин, кандидат исторических наук, доцент кафедры исторического и обществоведческого образования Казанского федерального университета. У нас в этом году год России годом чего объявлен? Год народного единства. Единство народов. Правильно, Россия. Говоря об истории нашего с вами Отечества, я хочу задать вопрос. Один для всех. Какое событие, на ваш взгляд, сыграло судьбоносное решение в истории нашей страны? Ну, Амирхан. Великая Отечественная война. Победа в Великой Отечественной Победа в войне. Великой Камилла? Я тоже присоединюсь, что победа в Великой Отечественной войне, потому что она показала, насколько может быть един и силен народ. Виктория? Я согласна с Камилой. Ну, я присоединяюсь к вашему мнению, я тоже с вами абсолютно согласен. Готовы к игре? Готовы. Ребята, у вас планшеты на руках, на которых появятся вопросы с 4 вариантами ответов. За правильный ответ вы получаете 3 балла. Тот, кто ответит первым, получает дополнительный бонусный балл, то есть получит 4 балла. Мы выбрали тему политика, экономика, культура Татарстана с 1917 по 2000 год. Ну, собственно, вопросы и посвящены этому периоду. Ну, условия понятны, да? Приступаем? Поехали. В каком городе состоялся первый Всероссийский съезд мусульман в период с 1 по 11 мая 1917 года? Варианты ответов: Казань, Москва, Самара, Уфа. Ну, первым у нас, как я ожидал, ответил Амирхан. Амирхан, ответ? Москва. Ну, я помню, что это был в Москве. Второй мусульманский съезд, если я не ошибаюсь, был в Казани уже. Вот у нас Амелия немножко задержалась. Какие у тебя были сомнения? Какой вариант ты выбрала? Между Казанью выбирала и Москвой. Так. И почему-то выбрала Казань. Айрат Халидович, какой правильный ответ-то у нас? Правильный ответ — Москва. Первый Всероссийский съезд мусульман проходил в Москве, и Амирхан ответил достаточно полно. Амирхан и Камилла ответили правильно. Камилла получает 3 балла, Амирхан получает бонусный балл 4 балла. Ну, здесь я добавлю, вот казалось бы, да, напрашивается Казань, конечно, напрашивается. Но на самом деле надо понимать, что в это время еще СССР не образовалась. Это была территория российского государства, бывшей Российской империи.
И поэтому татар очень много проживало ведь не только в Казани. В Петербурге, в Уфе, в Астрахани. Но и в Москве в том числе была достаточно большая общественно-политическая активность. И первым съезд было принято провести именно в Москве. Ладно, переходим ко второму вопросу. Кто возглавил Казанский революционный штаб в октябре 1917 года? Вариант ответов. Первый вариант – Грасис, второй – Волков, третий – Тихомиров, четвертый – Карпов. Так, ну что, ответы поступили. Первым у нас ответил опять Амирхан. Ну, Амирхан, я тебе сейчас вопрос задавать не буду. Я вопрос хочу задать Камилле. Камилла, какой вариант ответа ты выбрала? Я выбрала второй вариант. Так. Волков. Потому что я точно читала об этом информацию. То есть ты уверенно ответила, Да. что это был Волков. Мне очень интересно знать, какой вариант выбрал Станислав. Я выбрал вариант 1. Как-то знал, что Как-то тянул знал. к этому от варианта. Ну и Виктория, какой вариант ответа выбрала? Больше всех думала, кстати. Я выбрала Грасис. Первый вариант. Верный ответ – это, конечно же, Грасис Карл Янович, первый руководитель Казанского революционного штаба. И правильный ответ у нас дали Амирхан, Виктория, Станислав и Амелия, которые получают по 3 балла. Амирхан опять получает дополнительный. Итак, вопрос номер 3. В 1920 году в ТАССР и соседних губерниях прошло крестьянское выступление. Как оно называлось? Мешочное, вилочное, третий вариант топорное, четвертый суконное. Ну, наконец-то. Вот здесь по логике вещей можно, ребят, догадаться, да? В основном все восстания, главное оружие у крестьян всегда были вилы. Поэтому вилочное, конечно же, вилочное восстание. Так, ну что, давайте поздравим, ребят. Все получили по 3 балла. Итак, вопрос номер 4. Кто первым среди татарстанцев, то есть жителей ТАССР, был удостоен звания Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны? Баталов, второй вариант Давлетов, третий Липатов, четвертый Салихов. Так, у нас на этот раз первым ответила Амелия. Амелия, какой вариант ответа ты выбрала? Первый вариант. Ну, я про это читала, учила всех героев, которые участвовали и в гражданской войне, и в Великой Отечественной. А что ты запомнила про Баталова? Какой подвиг он совершил? За что он получил звание Героя Советского Союза? Не помнишь? Не. Не помнишь. Так, у нас... Амирхан в этот раз очень долго думал. Что задумался Амирхан? Я не знал правильного ответа, честно Не говоря. знал. Ну или забыл. Ну и какой вариант ты выбрал, кстати? Липатова. Виктория, какой вариант ответа? Салихов. Так, ну что, коллеги, разные варианты ответов прозвучали. Правильный ответ – Баталов Федор Алексеевич. Он получил Героя за бои в Белоруссии. Кстати, тогда героев первое время начали давать не так много. И про каждого из них публиковалась та или иная статья в центральных газетах в том числе. За бои на Западном фронте он получил еще летом 1941 года. Я очень, ребят, надеюсь, что про первого Героя Советского Союза, уроженца Татарстана, тогда еще ТАССР, вы, когда вы приедете, более подробно прочитаете. Договорились мы с вами? Хорошо? Хорошо. Так, ну и последний вопрос. В 1978 году одному из татарстанских ученых была присуждена Ленинская премия в области науки и техники. Назовите его имя. Арбузов, Камай, Завойский, Чеботарев. Потрясающие ответы. Амелия опять ответила первой. Амелия? Ну, я про это читала. Остальные фамилии я как-то не особо запомнила, но про Арбузова я слышала, поэтому его выбрала. Так, Виктория какой вариант ответа выбрала? Тоже Арбузова. Тоже Арбузов. А что ты про него знаешь? В какой области он был выдающимся ученым? Ну, пока она думает, у нас вон Амирхан. Химия. Химия, да? Химия. Химико-технологический, если не ошибаюсь. Правильно, вы все ответили одинаково. И, пожалуйста, комментарий. Правильный ответ, конечно же, Арбузов Борис Александрович. На этот раз единодушное мнение опять наконец-то возобладало, и оно оказалось правильным. Так, ну что, подводим некоторые итоги. Таким образом, Амирхан набирает 15 баллов, Амелия 14 баллов, Виктория, Камилла тоже неплохо по 9 баллов, Станислав также 9 баллов.
Вот второй тур еще более интересный. Перед вами 4 категории вопросов. На этот раз политика, экономика, история и культура. Каждая категория вопроса имеет 3 уровня сложности. Напоминаю, что по условиям этого конкурса право выбора категории у нас имеет победитель первого тура, которым является Амирхан. Ну что, Амирхан, давай выбирай. Политика 7. Как с 1930-х годов в Татарской автономной Советской Социалистической Республике назывался процесс изменения структуры административных единиц? Амирхан? Вроде их название изменилось на кантоны, и, может быть, так и называлось. То есть, Предположу. как процесс назывался? Кантонирование? Или как? Кантонирование, да, давайте так. Так, еще какие варианты, ребята? Вариантов пока нет. Ну, в принципе, Амирхан, конечно, сказал кантонирование, но дело в том, что в 1920-е годы как раз-то Татарстан делился на кантоны. А с 30-х годов начинается районирование, и Татарстан до сих пор разделен на районы. Так, ну что, поехали дальше. У нас остается за Амирханом, конечно, да, выбирай. Культура 5. Итак, внимание, вопрос. Назовите автора романа «Белые цветы», одного из знаковых произведений татарской литературы XX века. И о чем этот роман? Так, Это Абдрахман Абсалямов. о чем роман? Расскажи про него. Если не ошибаюсь, о докторе. А ты читал этот роман? Я слышал поверхностно. В планах был, конечно, но пока нет. Надо прочитать. Это потрясающий роман. Так, ну что, обращаемся к экспертам. Ответ абсолютно верный. Абдурахман Абсалямов, автор этого романа. И у нас Амирхан получает 5 баллов. Так, ну что, Амирхан, за тобой остается право выбора. Культура 7. Пьеса «Альдермештен Альмендар», «Старик из деревни Альдермыш», стала одной из знаковых постановок в истории татарского театра. Назовите автора этой пьесы. Это Туфан Нуллин, известный татарский драматург, депутат, был депутатом еще. Но у него была довольно такая... Какие президенты его еще читал? Кулъяулык, также А Туфан Минуллин откуда у нас? с Камско-Устинского района. Ну, молодец. Ответ абсолютно правильный. Туфан Минуллин. Он действительно был и депутатом, один из таких крупных и общественных деятелей в истории нашей республики. И, конечно же, один из самых важных классиков, драматургов, писателей нашей литературы 20-го столетия. Ну и переходим уже к следующему вопросам. Ну, Амирхан, с тобой остается. Экономика 5. Итак, внимание на экран. Какое официальное название у Камского моря? Народ его называет Камское море, официальное название. Так, это у нас Станислав, да? Ну, я думаю, это Нижняя Кама. Но я подсказку дам. Вот искусственные моря, как еще по-другому называют? Водохранилище? Водохранилище, уже ближе. Какое? С Куйбышевским, может, связано? Ну нет. Вариант. Лаишевское будет водохранилище? Стоп. У тебя было 2 варианта, определись. Ты назвал Куйбышевское и Лаишевское. Какое? Давайте Лаишевское. Какие еще варианты, ребят? Камское водохранилище. Камское подводит. водохранилище. На самом деле Амирхан дал один из правильных ответов, но это не Лаишевское, а Куйбышевское водохранилище, которое было, соответственно, создано в начале 50-х годов прошлого столетия. Так, кому мы присуждаем 5 баллов или Нет. нет? Нет, но ничего бывает. И Амирхан, опять с тобой остается право выбора. Политика 5. Еще какой простой вопрос. Хором не отвечать только, ладно? Кнопки нажимаем, хорошо? Кто в 1920 году возглавил Совет народных комиссаров РСФСР? Ну? Стоп, подожди, а что, ребят, не нажимаете? Владимир Ильич Ульянов. Ну, правильно. Ленин. Конечно, Ленин. А вы что, не знали, что ли, ребят? Знали? Ну, а что не нажимаем? Ну, рассказывай, кто такой Ульянов Ленин? Что знаешь про него? Владимир Ильич Ульянов Ленин родился в городе, тогда еще Симбирске. Достаточно. Я хотел бы послушать, что Виктория нам расскажет. Я, в принципе, не против, если он будет рассказывать. Потрясающе. Ну, рассказывай давай. Он учился в этом городе, в Казанском федеральном университете, но был отчислен из-за участия в демонстрации в 1887 году. Ну и, по сути, был лидером потом уже в 17 году Октябрьской революции. Ребят, если кто-то что-то добавить. У нас вот в Казани есть
памятник, единственный памятник в нашей стране Ленину, когда он был совершенно... Ну, обычно памятники какие? Когда он в зрелом возрасте, рука вперед, да? А тут в Казани есть уникальный памятник. Это студент. Где находится этот памятник? Который напротив Казанского федерального университета? Напротив Казанского федерального университета. И вот Сковородки. эта площадь, она у Сковородка. студентов как называется? Сковородка. Так, Айрат Халич, надо что-то добавлять. Правильный ответ, нет? Да, ответ верный. В 1920 году. Почему именно этот год? Потому что в этом году была основана Татарская автономная Советская Социалистическая Республика, и декрет о его создании был подписан Лениным. Да. И у нас Амирхан получает 5 баллов, да? Ну что, с этим конкурсом мы и закончили. Амирхан 32 балла. Амелия 14 баллов. Станислав, Виктория и Камилла по 9 баллов. Тоже неплохо. Следующий тур очень непростой. В этом году научная общественность нашей республики будет праздновать еще один большой юбилей. Какой? Карл Фукс? Нет, Правильно, Карл Фукс. Сколько лет ему исполняется? Исполнилось бы? получается. 250, молодцы. И вопросы нашего последнего тура составлены как раз по книге Карла Фукса. Значит, у нас с вами на экране 6 табличек с вопросами по книге. Ваша задача выбрать номер таблички, а наши члены жюри зачитают вопрос, на который вы затем будете отвечать. Ну что, Амирхан, какой номер ты выбираешь? Второй. Амирхан, внимание, вопрос номер 2. Какие социальные группы выделял Карл Фукс среди казанских татар? Да, ключевое слово – социальные группы. Часть сверху или снизу? Как тебе удобно, вот середины. Ну ладно. Но я помню, там были зажиточные крестьяне, бедные крестьяне, живущие в деревне. Зажиточные тоже в деревне живущие. Тут немножко о другом. Социальные группы. Вот Да, богатые да. татары, вот какие социальные группы? А, Мурзы, Вот может имел в были. виду. Мурзы, может, были. Ну, Мурс тогда уж татар-то Можно почти. дополнить? Служилые татары? Дополнить. Вот, служилые татары и неслужилые. А в городах, вот он ведь не только... А, мещане еще были? Так, вот уже интересно. Еще. Вот представьте за Казань или татарскую слободу, да? Знаменитые особняки. А, купцы. Купцы, Ну, может быть, ремесленники, раз есть купцы. ремесленники. Ну, как-то вот вроде мы и так основные-то с вами уже как-то перечислили, да? Коллеги, поможете нам? Что Карл Фукс говорил об этом? В своей работе «Казанские татары в статистическом и этнографическом отношениях», работа вышла в 1844 году, Карл Фукс выделял несколько социальных групп среди казанских татар. На чем он основывался? На их экономическом положении, на роде занятий, ну и других характеристиках. И в первую очередь он выделял купцов, крестьян, ремесленников или мещан и духовенство. Ну, собственно, Вот мы их и эти здесь социальные общими группы, усилиями да, и перечислили. мы и да. обозначили. Да. Да, молодцы. Ну, значит, пока оценки мы не ставим, вы фиксируете, потом уже будете определять. Так, ну что, Амелия, что выбираем? 6-й вопрос. Что во время проповеди держат в руках муллы у татар, а что у турок? Такой вопрос религиозно-бытового характера. Что об этом писал Карл Фукс? Да-да-да. Березовую тросточку, а турки вроде бы просто обычную палочку. Ага, ответ понятен. Так, у Амирхан был какой-то вариант? Ну, на самом деле, мулы татары держали палку, ну, да, трость березовую, тоже можно Березовую сказать, трость. да. Турки же держали саблю. И Фукс даже задавался вопросом, ну, некоторым муллам, по поводу того, почему татары держат палку, а турки держат сабли. Так, ну что, Виктория, 3. вопрос номер 3. Итак, в какие дни, по данным Карла Фукса, казанские татары ходили в баню? Так, по субботам ходили. Ну, такой вариант. Ребят, какие еще варианты есть? Мне кажется, может быть, воскресенье. Может быть, По воскресенье. пятницам. По пятницам, Амелия Мне кажется, считает. четверг перед пятницей именно. Четверг перед пятницей. Коллеги, вот разные варианты ответов, тут только вторника и понедельника не было. Пожалуйста. В пятницу утром ходят в свою баню татарскую, а в субботу многие в русскую торговую баню.
Татары мылись 2 раза в неделю. Да. У нас пятница вариант чей прозвучал? У меня. У Амелии. Так, Камилла. Давайте 5-й вопрос. Какой праздник татары сельской округи Казани охотно торжествовали в продолжении 7 недель каждую пятницу? Ну, я точно помню, что он перечислял около 3 праздников. Это Курбан-Байрам, это Джайен. Джайен. Да. И еще один праздник. И мне кажется, это Джайен. Тебе кажется, что это Джиен. Да, а как я какие еще помню, праздники, это- кроме Там- Джиена, ты знаешь, вот- кроме Курбан-Байрама? Сабантуй тоже было Сабантуй. описание. Был праздник, весенний праздник Сабан. После него шел Джиен как раз вроде. Какие комментарии будут у жюри? Совершенно правильный ответ. Джиен. Вот. И все ребята молодцы, все осведомлены в этом народном празднике. Так, ну и у нас Станислав ведь остался, да? Номер 1. Мой любимый вопрос. В каком порядке у татар уплачивался калым при женитьбе и что с ним делали при разводе? Очень необычный вопрос. Это по Карлу Фуксу. Ну, Вроде бы Колым сначала половину Колыма до женитьбы отдавали невесте. Половина оставалась, и при разводе, если женщина первая подавала на развод, то она должна была вернуть все вещи, а если мужчина, то он должен был отдать свою половину Колыма. комментарии есть? Абсолютно правильно, действительно, именно в таком порядке. В общем, довольно интересная тема на самом деле, и все это вот И главное, что правильно интересно, Карл сказали. Фукс это очень тщательно записывал. Ну что ж, пора завершать, наверное, этот тур, да? Я сейчас, коллеги, называю имя наших участников, ну и вы по 5-бальной шкале оцениваете их ответы. Амирхан 5, 5, 5. Максимальное количество баллов. Амелия 5, 5, 5. Станислав 3, 4, 4. Ну, неплохо. Так, Виктория 4, 4, 4. И, наконец, Камилла 5, 4, 5. Ну, подводим некоторые итоги. К сожалению, я сказал, что по итогам конкурса проходит только 3 участника, но тем не менее, Станислав, Виктория, я вам очень признателен. Станислав зарабатывает 20 баллов, Виктория 21 балл. А вы получаете также подарки, любезно предоставленные Министерством культуры. Также подарки получает у нас Камилла 23 балла, Амелия 29 баллов и Амирхан 47 баллов. Ну и главный приз сегодняшней игры – это уже серебряная пальца. Это возможность принять участие уже в полуфинале. Я хочу поблагодарить наших дорогих телезрителей, которые были с нами. Оставайтесь и смотрите вашу любимую программу «Тархан». До свидания, до следующей недели. В нашей школе учатся около 60 человек. Мы как все семья. Низамова Милевша Хасиятовна. Я ей очень благодарна, она меня всегда поддерживает. Люблю ее.